Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Киэфир». С вами в прямом эфире. Я его ведущая Акунбаева Джанара. 592001, номер нашей прямой студии. А также наши спонсоры – это компания «Шоро», «Ледниковая вода Легенда» и новый наш партнер «Такси Тайм». С «Такси Тайм» вы сэкономите время и деньги. А также, дорогие телезрители, наш канал «Киэмус», именно наша программа «Киэфир», ведется прямо сейчас в онлайн-трансляции на Фейсбуке. Также у нас есть официальные странички на Фейсбуке, Одноклассники и в Скайпе. Так что заходите к нам, просматривайте, что у нас нового, интересного и все выпуски наших программ. Как всегда, у нас в эфире интересные, популярные личности нашего кыргызского шоу-бизнеса и просто интересные, талантливые люди. Буквально недавно в городе отгремел конкурс «Красавица Кыргызстана 2015». Думаю, это было на слуху у всех, и мы, наш телеканал, не пропустил эту новость мимо. Мы пригласили сегодня в гости в наш эфир красавиц, победительниц конкурса «Красавица 2015». У нас пока в эфире сейчас одна красавица. Позже мы представим вам и остальных, чуть попозже они к нам присоединятся. Гости уже в эфире. Давайте я вам представлю. Казакбаева Барчин, вторая вице-мисс красавица Кыргызстана. Здравствуйте, Барчин. Здравствуйте. Ну, для начала от меня лично, от нашего телеканала хочу поздравить вас с победой. Спасибо. Барчин, каково себя ощущать в роли вице-мисс, второй вице-мисс, это определенный статус, то есть долго шли к этой победе. Расскажите немножечко ваши ощущения, что происходит у вас на данный момент, и проснулись ли вы на следующий день, как говорят, знаменитой? Ну, на самом деле, не буду лукавить, мне это очень приятно. Еще, учитывая то, что мы готовились 2 месяца упорных тренировок, и да, действительно, это очень приятно. После из 100 девушек стать второй вице, да. Мне нравится, в принципе. Ну, то есть уже у вас узнают, говорят, вот это же вторая вице-мисс. Думаю, это приятное ощущение, конечно же, но за этим таится репетиции, да, многочасовые, то есть волнение. Хотелось бы спросить, какая в целом атмосфера царила за кулисами среди девочек, среди конкурсанток? Во время репетиции все было хорошо, мы помогали друг другу, да, действительно. У нас... Помогали, не лукавите? Нет, не лукавлю. То есть у нас литрами там где-то серной кислоты не было, все было хорошо. Помогали. Ну, естественно, конечно, в день конкурса там были бешеные эмоции, все было вот прям бегали и так далее. Но до этого, когда готовились, было очень хорошо, мы друг друга хорошо узнали, у меня появились подруги. То есть это конкурс принес не только победу, но и хороших друзей, знакомых. То есть... Ну, то есть вторая вице-мисс, думаю, вы, как и каждая из конкурсанток, надеялись стать красавицей Кыргызстана, занять самый главный приз, да, и думаю, вы тоже так же считали. Но не отчаялись ли вы, что не первое место? Ну, как и до этого я сказала, в принципе, из 100 девушек взять, ну, по-моему, это нормально. Но не буду лукавить, да, действительно. Но какое место ожидали, если честно сказать? Не буду лукавить, я хотела гран-при. Ага. А вот и девочки, среди девочек, то есть увидев победительницу, все ли были довольны? Не было ли таких, как она могла взять? То есть, ну, всегда бывают и хорошие мнения, и плохие также. Ну, я плохого не слышала ни о себе, ни от победительницы, поэтому и надеюсь, что не услышу. Ну, то есть после конкурса вас уже начали приглашать на многие телеканалы, где вы давали интервью. То есть вот самый часто задаваемый вопрос, я думаю, у всех был, то есть вообще, как вы вдруг пришли на кастинг, как это все у вас началось, да? Думаю, немножечко рассказать о себе, о том, как вы пришли на этот кастинг. Я думаю, нашим телезрителям тоже будет интересно послушать. Ну, сейчас 21 век, везде интернет, то есть меня так же, как и других девушек, я сидела в соцсетях и увидела объявление. Думаю, ну ладно, пойду, что там. И вот как-то все затянулось, было время, когда даже хотела уйти, думаю, может, не надо. Но потом, раз пришла, думаю, надо до конца простоять, да. Вот, в принципе, я, да, была уверена, правда, не на 100%, я до этого как бы уже выходила на подиумы, работала моделью. То есть до этого вы уже были знакомы, да, с вообще модельным миром в целом? Да, у меня уже есть титул, тоже первая вице-мисс, мисс Краса 2014, организатор Уруна Шабралиева, я там брала вот первая вице. В
Поэтому второй раз думаю, ладно. Ага. То есть участие в конкурсах в целом это не впервые, не в новую, да, для вас, Да. Барчин? Ага, Барчин. Ну, то есть в социальных сетях вы увидели рекламу о том, что вот идет кастинг на конкурс «Красавица Кыргызстана 2015», да? То есть какой был кастинг? Жесткий, то есть отбора по критериям определенным? Думаю, не было такого или было у вас? Ну, было 2 тура. Первый тур пришли около 50 девушек, из них выбрали где-то 20, там задавали вопросы. То есть красавица не только внешне должна быть, ну и хоть что-то должно быть в уме. Вот. И был второй тур. Я вот на первый кастинг пришла, прошла, и на второй, говорят, было еще больше девушек, и в итоге отобрали 100. Ну а вы во время того, как отборочный тур проходил, когда говорили имена, вот, Казакбаева, Барчин, вот волновались ли вы, пройдете или же останетесь? Было волнение или была уверенность, что я дойду до финала? Я ждала своего имени, да. То есть волнение все-таки было, да? Да. Мгм. Ясно. Дорогие телезрители, я вам напомню, сегодня мы говорим о конкурсе «Красавица Кыргызстана 2015», который прошел буквально недавно у нас в нашей столице. И гости нашего сегодняшнего эфира – это победительницы конкурса. Пока что у нас в эфире вторая вице-мисс Казакбаева Барчин. Чуть позже к нам присоединятся и победительницы. Оставайтесь с нами. Также напомню, что 592001 номер нашей прямой студии. Ждем ваших звонков, вопросы нашей дорогой очаровательной красавицы, гости Барчин. 592001. Ну, а мы продолжаем, Барчин. Вот, как вообще в целом, я знаю, конкурса было 2 тура. Первый, он проходил еще весной, да, то есть это было в апреле, да, по-моему, или в марте, когда вас, девочек, вот выбрали самую сильнейшую группу, которая уже была в финале, да. Мероприятие проходило в нашем местном заведении, то есть народу было очень много, и были же у вас фанаты после этого конкурса, то есть какие-либо предложения, быть может, поступили, участвовать где-либо на съемках, и от номинации «Вторая вице-мисс» что вы получили, какие подарки, быть может, фотосессия или еще какая-либо поездка? Ну, пока особых таких предложений не поступало, потому что, во-первых, мало времени прошло, а во-вторых, у нас есть, ну, определенные условия, по которым мы должны работать, поэтому... Какие же интересные это условия? Это определенные, то есть призовые девушки, которые взяли призовые места, мы полностью подопечены Амины Юсуровой, то есть организаторши. И вот мы работаем как по контракту, то есть как положено. То есть вы уже официально подписали с ней контракт, да? То есть какие условия в этом контракте? Вы не должны Я не должна это все оглашать. Самое первое правило, да? Замечательно. Немножечко хотелось бы узнать, Барчина, чем вы интересуетесь помимо вот конкурса, сколько вам лет, где вы учитесь? Думаю, и телезрителям будет интересно, и тем людям, которые смотрели конкурс, тоже. Я учусь в Академии управления при президенте Кыргызской республики, управление бизнесом, менеджмент, 4-й курс. Я, если честно, люблю публику, хотя несмотря на то, что у меня по специальности управление бизнесом, хотя, может быть, там тоже нужно уметь выступать перед зрителями. Я играла в КВН до этого, высшей лиги КВН Кыргызстана у Евгения Львовича. Ну, 1-й и 2-й курс я как-то поиграла, там позажигала, думаю, хватит, надо учебой заняться. И вот неожиданно начали поступать предложения вот, именно по этой части, по модельной части. Думаю, ну, может и получится. Ага, но первый опыт, то есть это вы не сами пошли, то есть вам предложили, да, заметив ваши данные, думаю, да, рост высокий, то есть или же это было упорное саможелание пойти, добиться каких-либо успехов в модельной сфере? Ну, да, меня приглашали, то есть с детства я была рослой девушкой, приглашали, то есть думала, в общем, и вот все-таки созрела и пошла в модельное агентство. Я там закончила, и после этого я как бы подрабатывала, то есть когда учишься, тяжело совмещать, а вот модельное это вот легче совмещать. То есть вот это самое оптимальное получается, да? Замечательно, Барчин. Но ваши родные и близкие, думаю, они были на конкурсе, болели за вас. Как они в целом относятся к роду занятий вашему модельный бизнес? И, то есть у нас, как восточная девушка, да, то есть наша ментальность, она немного скромнее, но тем не менее, да, хотелось бы узнать мнение ваших родителей.
Ну, мои родители поддерживают меня, то есть вначале это как-то тоже было сомнительно, но когда они увидели, сами ходили на мои показы, первое время поддерживали. И вот со временем сейчас полностью за, как бы если получится, то без проблем. То есть на конкурс, да, пришли мои родители, пришли мои родные, все сидели, держали за меня кулаки, то есть мне это очень приятно, то, что меня все поддерживают. Мгм. Замечательно. Дорогие телезрители, я напомню вам вновь номер нашей студии 592001. Сегодняшние наши гости эфира – это участницы, победительницы конкурса «Красавица Кыргызстана 2015». В гостях сегодня у нас вторая вице-мисс Казакбаева Барчин. Чуть позже к нам присоединятся и другие девушки-победительницы. Оставайтесь с нами на эфире. Ну а прямо сейчас хотелось бы вам показать сюжет самого конкурса «Мисс Красавица Кыргызстана 2015». Пока я напомню номер 592001. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы нашим гостям. Чуть позже будут и организаторы этого мероприятия. Вы можете задать вопросы и им, узнать интересного, что происходило в целом на конкурсе «Красавица Кыргызстана 2015». Ну а прямо сейчас сюжет прямо с конкурса. Давайте, дорогие телезрители, посмотрим вместе. Мои милые, давайте будем аплодировать из последних сил. Итак, друзья мои, самый трогательный момент. Казакбаева Барчин, аплодисменты, пожалуйста, дефиле. Аплодисменты Казакбаевой Барчин. Красавица Кыргызстана, Beauty of Kyrgyzstan, Камзина Руслана. Прошу, Руслана дефиле. Аплодисменты! Красавица Кыргызстана! Юрия Кыргызстан! Омуралиева Даяна! Аплодисменты! Корона от ювелирной компании «Рубин» стоимостью около $5000 вручается Омуралиевой Даяны. Корона с рубинами из серебра и цирконами. Это не простая железка из магазина, это ювелирная работа компании «Рубин». Аплодисменты! Аплодисменты Омуралиева Даяна! Поздравляю! Прошу топ-пятерку пройти сюда. Омуралиева Даяна, ваше дефиле. Она едет 15 мая на конкурс Miss World Peace с оплаченным авиабилетом, отелями 5-звездочной категории. Она будет ужинать в самых лучших ресторанах Китая, посещать самые красивые места и представлять Кыргызстан на этом конкурсе. Прошу топ-тройку встать, девушки, сюда. Прошу вас тоже 4-е и 5-е место. Прошу, сюда.
Тем, кто только присоединился к нам, я напомню, программа «Киэфир» в прямом эфире. Говорим мы сегодня о конкурсе «Красавица Кыргызстана 2015». И прямо сейчас вы посмотрели сюжет самого конкурса. Вы видели, какие девушки стали красавицами Кыргызстана. Главный приз – первая вице-мисс, вторая вице-мисс. Все они будут у нас скоро в эфире, пока у нас в гостях одна мисс, это вторая вице-мисс Казакбаева Барчин. Ждем ваших звонков по номеру 592001. Присоединяйтесь к нашей беседе. Барчин, мы видели номинацию. Все девочки счастливые. Ну вот интересно, вот были ли слезы у девочек, которые не победили? Вообще, какая в целом там царила атмосфера, когда вы уже ушли за кулисами? А так мы видим, все достойно постояли, даже те, кто не получил какой-либо номинации. Но вы, думаю, знаете все секреты, что происходило за кулисами. Ну, на самом деле, если честно, я не видела, чтобы кто-нибудь из них плакал. И да, мы до конкурса, то есть договаривались, то есть было такое, что беседовали, никто не заплачет, несмотря ни на что, то есть мы готовились морально на всякий. И может быть победим, может быть нет, главное не расстраиваться, потому что попасть в финал, как бы, это уже победа, в принципе. То есть не было таких вот отчаяний, да, у девочек, видимо? Нет, я не видела, может быть, сами, но нам не показывали, на самом деле, девочки храбрые, никто ничего не показал, то есть все улыбались. Все были. Барчин, еще интересно, вообще, какие были конкурсы у вас, какие конкурсы оказались самыми сложными для вас? Были представления, это визитка, то есть все в одинаковых платьях, то есть там не узнаешь девушку как-то, может, только единственное, если вот как личность, то есть как-то себя проявить на подиуме. И там нужно было что-нибудь такое интересное сделать на камеру, на жюри. То есть этим можно было как-то отличиться. То есть первый конкурс, наверное, первый конкурс всегда тяжело. Вот. И оттуда уже пошел старт, то есть дальше уже как по накатанной. Ага. То есть, когда вы все были в одинаковых платьях, это говорит о том, чтобы закрыть, да, все какие-либо, если в разных нарядах, особой индивидуальности не будет видно. А так как вы все в одинаковых, то есть мастерство каждое видно по отдельно и четко, да. Вот хотелось бы у вас спросить, Барчена, вот вы чем руководствовались, когда вот вы выходили на сцену? Думаю, тоже волновались, но сами себе, думаю, какие-либо слова вы говорили. Перед тем, как выйти, я думала, лишь бы не упасть. На самом деле, да, нужно было работать. Главное, это вот понравится залу. То есть, и главное, чтобы тебе нравилось. Когда зал тебя поддерживает, то есть это придает силы. Естественно, работать на зал, на жюри и на камеру. То есть вот, определенный, по мере того, наверное, за то, что я работала моделью, я примерно знала, как это делать и как куда работать. Поэтому у меня, в принципе, пошло хорошо все с первого раза. А вот состав жюри был тоже достаточно сильный, яркие представители шоу-бизнеса кыргызстанского, также вне шоу тоже я видела в составе жюри, кто сидел, то есть страшно ли было перед ними, то есть какого жюри, быть может, боялись больше, или же наоборот были их фаворитками? Нет, на самом деле я не боялась. Ну, было до репетиции, то есть, ну, этот конкурс, в отличие от других, то есть не было такого. Ты пришла на конкурс, день самого шоу, красиво одела туфли, платье и прошлась. То есть они, зарубежные жюри, они наблюдали за нами на репетициях, то есть как мы себя там ведем. То есть мы примерно привыкли к главным именно председателям жюри, мы уже привыкли на репетиции, уже там как-то себя проявляли. То есть это уже началось тогда, когда только репетиции, вот, да, шли? начиная от репетиции, заканчивая самим вот днем конкурса, шоу. То есть там тоже смотрели, как мы работаем, когда уже готовая публика, когда все смотрят, то есть не растеряется ли эта девочка. То есть все учитывалось, поэтому нельзя было бояться. А вот уже, знаете, я знаю, что во время репетиции, в принципе, выделяются самые сильнейшие, то есть уже, в принципе, можно определить, да, какая девушка победит, а какая нет. Было ли у вас такое на вашем конкурсе? Ну, наверное, ярких девушек видно сразу, то есть когда тебя видно, значит, ты как бы издалека тебя видно, то есть ты как и характером, и внешностью, тем более это конкурс красоты, и да, нужно выделяться, отличаться, начиная от репетиции, заканчивая полностью, даже после шоу, даже после когда шоу, когда просто тебя там фотографируют или с кем-то фотографируют, улыбаться, стоять достойно, то есть, да, тут определенная нужна сила, упорство и терпение. А вот в число этих ярких девушек, Барчин, вы входите? Ну, я еще раз, наверное, повторюсь, если столько конкуренток все-таки я взяла, да.
Значит, да? И Не если будем я туда- скромничать. Замечательно. Дорогие телезрители, вновь вам напоминаю, что мы сегодня говорим о конкурсе, который прошел буквально недавно, «Красавица Кыргызстана 2015», и мы сегодня пригласили к нам на нашу программу победительниц. Пока что у нас в эфире одна победительница, это вторая вице-мисс Казакбаева Барчин в прямом эфире у нас рассказывает в целом, какая царила атмосфера на конкурсе, какие были девушки, что происходило на кастинге, что происходило во время репетиции. То есть обо всех секретах она раскрывает сегодня нам в прямом эфире и о своей победе. Так что присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы нашей очаровательной гости. 592001 номер нашей студии. Также напомню, что мы есть в социальных сетях на Одноклассниках, в Фейсбуке и в Скайпе, наш логин Кей-Муз-канал, где вы можете зайти, просмотреть все, что интересного происходит на нашем телеканале, ваших любимых певцов, актеров, те, кто приходит к нам на эфир, их интервью и в целом. Если вы пропустили эфиры, не отчаивайтесь, заходите и смотрите. Но также наша программа прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию на Фейсбуке, так что если вы не дома, не отчаивайтесь, заходите к нам на нашу официальную страничку и в онлайн-режиме просмотрите нашу программу. Ну а мы продолжаем. Барчин, хотелось бы еще задать такой вопрос, то есть определенный вклад, то есть с вашей стороны был, да? Оправдалось ли это? Потому что я знаю, макияж, прическа, вот платье, это удовольствие не из дешевых, то есть надо выглядеть самой лучшей, чтобы тебя заметили, чтобы ты была яркой, элегантной, да, то есть это все, вот вы, думаю, достаточно много средств вложили, а вот оправдалось ли это все? Ну, скажем так, когда идешь на конкурсы красоты, вообще подобного рода мероприятия, изначально знаешь, то есть, да, сюда нужно вкладывать определенные не только вот силы упорства, но и как бы материальном смысле, то есть это вот денежные средства, но изначально, когда знаешь, уже знаешь, может быть, и смогу победить, может, нет, может, номинацию, может, вообще пролечу. Изначально уже знаешь, что будут затраты, и уже готова. То есть и к победе, и к затраты это поражению. какие? Большие затраты или же? У кого как. Ну, вот у вас это, да, то есть примерно какая сумма, это, то есть так округлить, чтобы знали, сколько уходит на то, чтобы в целом попасть на этот конкурс и дойти до финала? Ну, это, естественно, то есть те же самые платья, каблуки, макияж, да, на это определенная сумма уходит. Можно, если ты умеешь сама, в принципе, особо и не уйдет. Вот, ну, определенная фиксированная сумма, наверное, я могу его озвучить. Ну, это был взнос, и все. Угу. То есть во взнос это все входило? Взнос, да, входило то, что нас обучали, в течение 2 месяцев обучали. А сколько у вас был взнос? 2,5. То есть за эту всю сумму нас хореографа нанимали, она учила нам определенные движения, танец ставила, дефиле нам преподавали. То есть тем девушкам, которые вот в этой сфере никогда не были, то есть, наверное, им это было полезно. В принципе, это как бы по сравнению с модельным агентством, школами, это, в принципе, дешево. То есть за такую сумму пройти полное обучение. Поэтому это стоило, наверное, того. Вот вы еще говорите, что были на конкурсе еще и такой определенный конкурс интеллектуальный, да, то есть какие вопросы задавали, и на все ли вопросы вы ответили без сложностей, без каких-либо ошибок, да, быть может, на все ли ответы вы знали? На конкурсе не было интеллектуальных вопросов, то есть их проверяли на кастинге. Это аж было в ноябре или в декабре, вот в конце 2014 года были. И тогда нам спрашивали, да, зачем ты пришла, то есть определенно умеешь ты ли просто элементарно представлять себя. То есть вот такие вот, именно на кастинге это все учитывалось. Ну, я думаю, если мы сейчас зададим вопросы тоже на интеллектуальную тему, вы, думаете, сможете нам ответить на отлично, да? То есть, дорогие телезрители, прямо сейчас в эфире у нас красавица, вторая вице-мисс Казакбаева Барчин. Мы подготовили тоже такой маленький конкурс, быть можно, да, сказать, что ответить на эти легкие вопросы. Буквально 2 вопроса я задам. Барчин, скажите 5 дней в неделе, то есть не словами обычным, понедельник, вторник, среда, но вы должны сказать эти все дни недели. Описывая их, да? Угу. Понедельник, наверное, тяжелый день.
Нет, Начало нет, вы недели. меня не поняли, Барчин. То есть дни недели сказать не словами, в буквальном смысле понедельник, вторник, среда. Нет, то есть это как происходит другими словами? То есть я могу вам сейчас дать Начало подсказку. недели. То есть это сегодня. Начало недели сегодня. Завтра день легче. Ага. Середина недели. Мгм. Ближе к концу. Начинаешь думать уже, куда пойти, планируешь выходные. Мгм. И день сам отдых. Мгм. И уже восстановление силы на обратно рабочую неделю. Мгм. Ну, в целом, Марчин, если так сложить ту неделю, то, в принципе, неделя так и проходит, но правильный ответ был сегодня, завтра, послезавтра, послезавтра. Вот такой вот в таком формате был. И последний вопрос, Барчин. 2 плюс 2 умноженное на 2 сколько будет? 6. Мгм. А почему 6? 2 умножить на 2 – 4, плюс 2 – 6. Правильно. То есть, как всегда, сначала умножение, а потом уже сложение вычитания. Да? То есть Барчин прекрасно справилась с нашим заданием, дорогие телезрители. Ну а прямо сейчас мы хотим поставить музыкальную паузу, прерваться на маленькую паузу. После мы вновь будем в прямом эфире. К вашему вниманию клип. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Через буквально 2 минуты мы будем вновь в прямом эфире. Мөлдүрөп бүлдүр күндөр бышкан кезде асманда бүркүт шаңшып учкан кезде самайларың сеңселткен ак кайыңдар самашып сагынчымды Самашып сағынышымды ұққан кезде барам саған. Шолалар кірпегіңді өпкөн кезде ақ жамғыр нөшірлетіп төккөн кезде барып құсалықтан ақ жүзібіз көп күндер арамыздан өткен кезде барам саған ширесін қарағаттар чачкан кезде ажарын жоқ азындар ачкан кезде кучактап бейкучулук түн коюнун күн нуру уясына батқан кезде барам саған. Гүлдерге арыларың қонған кезде бал чөбін оялманын сорған кезде алғашқы біз жолыққан кештегіде алтын ай аспандағы болған кезде барам саған ай барам саған
за днем неделя, за неделей год. Время торопится, время не ждет. Порой то замедляя, то ускоряя ход, то играет на нас, то наоборот. В столице гололед, в республике жара. Это не закономерность, просто такая пора. Страна запуталась между правдой и ложью, но основной выбор за нами, за молодежью. Кто, если не мы, и кто, если не вы, поможет внести вклад в развитие страны? Кто сможет не свернуть с верного пути всю свою любовь сквозь годы пронести? Это мой очаг, это мой край, это мой дом. И где бы ни был я, душою я в нем. Как бы ни уводила далеко меня моя звезда, я непременно вернусь, я непременно приеду сюда. Я знаю, я верю, я чувствую сердцем, что в светлые дни вскоре откроется дверца. Я знаю, ведь сердце, оно не обманет. Счастливое время непременно настанет. В розовых рассветах тают белые дни. Еще одно короткое лето ждет сокращенной зимы. Я не устану погружаться в эти сладкие сны. Спасибо моему городу и всем городам страны за сохраненный патриотизм и веру, за то, что не упали вниз, наткнувшись на барьеры, за дух крепкий. Спасибо, край родной, и за то, что терпеливо меня вел за собой. За Иссыку и голубой, за густые леса. И не нужны никакие другие чудеса. Пускай будет гроза, дожди и метели, мне всегда тепло в твоей уютной постели. Невелики богатством экономическим, но есть любовь и братство в достаточном количестве. Мой несравненный, благородный край, я благодарен тебе, ты это знаешь. Я знаю, я верю, я чувствую сердцем, что в светлые дни вскоре откроется дверца. Я знаю, ведь сердце, оно не обманет. Счастливое время непременно настанет. Меня не привлекают другие страны, другие города, моря и океаны. Ты единственный, и всегда и везде мои мысли только о тебе. Все мои слова больше, чем слова, ведь они о любви, которой я жива. О любви, мой Кыргызстан, к тебе, к твоим городам и к твоей земле. Сколько будет небо греться, столько буду я тебя любить. Можно остановить сердце, но любовь не остановить. Я знаю, я верю, я чувствую сердцем, что в светлые дни вскоре откроется дверца. Я знаю, ведь сердце, оно не обманет. Счастливое время непременно настанет. Я знаю, я верю, я чувствую сердцем, что в светлые дни вскоре откроется дверца. Я знаю, ведь сердце, оно не обманет. Счастливое время непременно настанет. Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Напомню вам, сегодня мы говорим о конкурсе «Красавица Кыргызстана 2015». В гостях сегодня у нас победительница конкурса. Пока у нас одна, это вторая вице-мисс Казакбаева Барчин. Ждем ваших звонков по нашему номеру 59 2001. Барчин, хотелось бы задать такой вопрос. Вот в целом организаторская часть, какая она была? То есть поддерживали вас со стороны как финансово, так и морально? То есть питание, развоз, это все было, так как я знаю, многочасовые репетиции оканчиваются поздно. Ну, день конкурса, да, действительно, нас кормили, то есть у нас был спонсор «Бамбук», и определенно был, так сказать, обед или ужин, в общем, было на полуфинале, в день конкурса, на финале самом. И в эти дни нас развозили, да, было такое. Ну, а до этого мы сами ездили, то есть на репетиции ходили. Вот.
только во время конкурса, да? Мгм. Ну, до конкурса на репетиции мы как бы сами добирались. То есть, ну, изначально не было такого договора, что весь конкурс, то есть начиная с репетиции, будет сопровождаться. Мгм. Замечательно. Барчи, хотелось бы также узнать, то есть после конкурса у вас было продолжение автопати в одном из ночных заведений нашего города. То есть что там у вас было? Продолжение, шоу-программы? Да, мы ездили на автопати, мы там посидели, нам организатор заказал определенный столик, мы посидели просто отдохнуть, то есть после конкурса поговорили, пообщались, то есть, ну, все так было уютно, так сказать, мило. Мгм. То есть со всеми девочками дружите, все дружно с друг другом общаются, да? Да, и сейчас даже после конкурса, несмотря, конечно, прям со всеми 44, ну, даже физически не успеешь так близко прям стать подругами, но есть определенные люди, которыми я вот продолжаю общаться. А вот пока нет наших первой вице-мисс и победительниц, хотелось бы спросить немного о них, да? То есть победительница этого конкурса, ожидали ли вы ее победы? То есть, думаю, многие немножечко удивлялись, так как победительница у нас невысокого роста, да? То есть вы, вторая вице-мисс, также первая вице-мисс, намного выше, то есть по определенным критериям роста она немножечко ниже, но тем не менее она стала победительницей. То есть, я думаю, и по поводу этого тоже были какие-то и позитивные, и негативные отзывы. Ну, если в целом все учитывать, да, наверное, все девушки были достойны, которые участвуют, но то есть умели себя преподносить не все. Вот те, которые умели это делать, все в совокупности, начиная от того, как себя ведешь, преподносишь себя, как ходишь, то есть, наверное, это все критерии как бы учитывалось, и по этим критериям нас и выбрали. Мгм. Ну, а касательно вот победительницы, ваше мнение интересно тоже послушать. Мнение, я здесь с этой девушкой тоже хорошо общаюсь. Девушка без вредных привычек, то есть хорошая девушка, тоже очень старательно ходила на репетиции, то есть не пропускала, всегда улыбчивая, то есть, ну, наверное, не зря ее выбрали. Мгм. Ясно. А вторая, то есть после победительницы, это первая вице-мисс, девушка, то есть очень красивая, эффектная. То есть было всего лишь 3 номинации, да, и выбрали ее, то есть по поводу ее тоже, думаю, были и хорошие, и не очень хорошее тоже мнение у других конкурсанток, у вообще зрителей этого конкурса. Ну, возьмем так, есть информация в чистом виде, которую можно преподносить и с такой стороны, поэтому, наверное, ничего не удивительного, когда говорят и плохое, и хорошее. Самое главное, что хорошее тоже есть, поэтому, ну, это нормально, наверное, то, что бывает. Ага. Барчи, ну этот конкурс, что вам дал этот конкурс, участие в нем лично вам? Какие качества, быть может, какой-то определенный рост? Вот интересно было бы послушать. Ну, я так считаю, то, что, да, до полуфинала, то есть было такое, что этот конкурс мне даст, то есть так далее, но после полуфинала, когда готовились к финалу, я считаю, что победу мы взяли тогда, когда уже попали на финал, потому что это определенные интересные люди, определенная информация, то есть, которую вот необходимо знать. То же самое, как работать на камеру, да, то есть не все это умеют, а если ты хочешь как бы двигаться в этой сфере, надо это узнавать. То есть нужно было до финала все черпать, все узнавать. То есть, да, победа сама была в том, что ты участвуешь. Ну, я думаю, хорошего вы черпали. Вот, я хотела бы еще последний вопрос такой задать. То есть все так хорошо, все так позитивно. Но у меня такой вот вопрос к вам. Вот что бы вы хотели добавить, да, то есть в конкурс, в целом, в организаторскую часть? Ну, Я думаю, это не только ваше мнение, но и мнение других конкурсанток и участниц. могу добавить, в принципе, я такие конкурсы не организовывала, наверное, это тяжело, потому что столько много девушек, столько много разных мнений. Ну, вот а что вы бы добавили? Ну, добавила бы, наверное, даже совет самим участницам конкурса, нежели организаторам. Это дисциплина, то есть определенная дисциплина, которую ты должна соблюдать. Ну, это самое важное, да? Ага, замечательно. 80% Дорогие успеха. телезрители, мы сейчас переключимся на короткую рекламу, позже мы вновь в прямом эфире, и к нам уже присоединятся другие наши гости нашего эфира. Прямо сейчас реклама, не переключайтесь.
Дорогие телезрители, тем, кто только присоединился к нам, напомню, программа «Кей-эфир» в прямом эфире. Говорим мы сегодня о конкурсе «Красавица Кыргызстана», который прошел буквально пару дней назад в нашей столице. У нас в эфире победительница этого конкурса и организатор этого мероприятия. У нас была вторая вице-мисс, сейчас к нам уже в эфир присоединились все победительницы. Давайте я вам их представлю. У нас сегодня первая вице-мисс, это Руслана Хамзина. Здравствуйте, Руслана, а также победительница конкурса «Красавица Кыргызстана 2015» Омаралиева Даяна. Даяна, здравствуйте. Девочки, сначала хочу вас поздравить с победой. А также у нас рядом со мной сидит Юсурова Амина, организатор этого мероприятия, конкурса «Красавица Кыргызстана 2015», а также директор Всемирного конгресса красоты. Амина, сначала хочу задать вопрос, наверное, к вам. То есть ваша девочка у нас посидела, рассказала все вопросы и ответы. Барчин самая пунктуальная, можно так сказать, да? Да, у нас с дисциплиной немножечко у вас есть. напряженный график был. У Русланы сегодня были съемки, с Маретой Кельговой, у Даяны тоже были съемки, поэтому не опоздали. Девочки, но вы являетесь победительницами, да? Первый вопрос хочу задать я Даяне. Даян, я лично, я от нашего телеканала поздравляю тебя с победой. И вот вопрос, какие у тебя ощущения? То есть ты волновалась, наверное, ожидала ли, что ты победишь в этом конкурсе? Безусловно, я волновалась, очень переживала. В свою очередь делала все, что в моих руках, все, что в моих силах, чтобы завоевать этот титул. Ну, ожидала ли, что ты победишь? Конечно, вера была. Была цель, было стремление. А также вот мы когда сидели, немножко заговорили о том, что по каким-либо критериям, да, то есть касательно роста, несмотря на то, что ты являешься ниже и первой вице-мисс, и второй, тем не менее, ты заняла первое место и стала красавицей Кыргызстана, то есть это говорит о упорстве, да, думаю, вообще каждый день работы, тренировок, очень репетиции. кропотливый труд, действительно, мы работали каждый день, все было очень дисциплинировано, все было очень организовано, все взаимоимение. Замечательно. Руслан, и тебе вопрос. Также с победой тебя поздравляю. Спасибо Какова большое. в роли первой вице-мисс? Роль, конечно, очень приятная, потому что быть на втором месте после такой замечательной Даяночки. Я благодарна, что поучаствовала в этом конкурсе. Первая вице-мисс, мне кажется, это тоже титул очень почетный. Руслана, ожиданная ли была победа? Конечно, были надежды. Я стремилась победить, занять какое-нибудь почетное место. И думаю, надежды оправдали себя. Девочки, расскажите немножечко о себе, да, то есть где учитесь, сколько лет, потому что эти вопросы нас просто забросали этими вопросами, спросите у девочек. Начнем, наверное, с тебя, да, Даян? Я, значит, 18 лет мне. То есть такая юная еще, да, самая юная совсем победительница. Дети. Я учусь в медицинской академии на первом курсе, на педиатра, будущий детский врач. То есть это совершенно разные сферы, медицина и модельная сфера, да? То есть вообще, как пришла в этот конкурс поучаствовать? Это первый или твой опыт, или до этого ты еще принимала участие в каких-либо других мероприятиях? Нет, я не принимала участие в такого рода мероприятиях. Я все-таки считаю, что здоровье, красота — это очень тесно связанные вещи. Безусловно. Индустрия красоты, мне кажется, тесно взаимодействует именно с медициной. С медициной? Да, с моей Это, наверное, уже с медициной. С этой точки зрения, да. Потому что я считаю, что, как я уже говорила прежде, здоровый человек — это уже красивый человек. Поэтому здесь немножко другие взгляды. Ну, а до этого участвовали в конкурсах? Нет. То есть это первый конкурс, первый опыт и первая победа, да, сразу же? Да. Амина, а как это так? То есть девочка никогда еще не участвовала, но победила? Ну, на самом деле в конкурсе могли участвовать абсолютно все. То есть все девушки, которые подходили под определенные критерии. У нас не было каких-то определенных рамок, там, допустим, как бы, если ты не уверена в себе, ты не участвуешь. Нет, у нас как бы у нас было 1000 зарегистрированных девушек, из них мы только 300 пригласили на кастинг, из 300 мы отобрали только 100. И вот как бы топ-5, здесь, к сожалению, на сегодняшний день не все,
но тем не менее это 5 самых лучших, на мой взгляд, которые отличились. Кто-то дисциплиной, кто-то внешностью, кто-то очень сильно поменялся в течение всего проекта. Поэтому я думаю, что в принципе результат как бы налицо. Амин, ну, а как бы вы вначале уже, в принципе, видели, да, какая девочка такая лидирующая идет везде на первых местах, ожидали ли победу от Даяны? Ну, вообще Даяну, наверное, я заметила после полуфинала. И, в принципе, все мои какие-то прогнозы, которые исключительно оставались в большом секрете, о которых знал только президент Конгресса и совет директоров, как бы совпали процентов, наверное, на 97. Единственная одна девушка, вот Диана Зеленкова, она не вошла по определенным обстоятельствам, скажем, именно дисциплины, она не заняла никакого места. А так как бы все, что до этого изначально я научала, все оправдалось. Ясно. Руслан, также немножечко хотелось бы узнать и о тебе. Мне 19 лет. Учусь я в Славянском университете на 2-м курсе «Мировая экономика». Вот. Также занимаюсь фотографией, люблю фоткать природу. Надеюсь, у меня скоро получится фотографировать и модели, и портреты. Вот, к этому иду потихоньку. Это, так сказать, мое хобби. В принципе, вот. Ясно. То есть это тоже далеко разные вещи, да? Но, Руслан, у тебя были опыты, мы знаем, ты участвовал в других мероприятиях, в других конкурсах, также в показах, на неделе моды, неделе красоты у нас в Кыргызстане. Также мы можем тебя увидеть в рекламах каких-либо магазинов, да, то есть на билбордах нашего города. Для тебя это не первый опыт, да? То есть такая достаточно опытная девушка. У тебя не было такого, как бы, девочки, которые только участвовали, к примеру, Даяна, да, то есть ты вот уже много что знаешь, такой вот самоуверенности, да, быть может, такой. Нет, вот как раз-таки первый конкурс красоты, это был первый, в котором я поучаствовала. Так до этого, да, были только подиумные выходы, фотосессии. А конкурс это первый, получается, конкурс, да, был первый. Замечательно. У нас есть опросы, что об этом думают наши горожане, девушки. Давайте посмотрим, да. Дорогие телезрители, сегодняшние наши гости — это победительницы конкурса «Красавица Кыргызстана 2015», Умаралиева Даяна, красавица Кыргызстана, а также Руслана Хамзина, первая вице-мисс. Также у нас в эфире была вторая вице-мисс и организатор конкурса Исурова Амина. Ну а прямо сейчас хочу к вашему вниманию предоставить опрос, что об этом конкурсе думают наши горожане. Давайте посмотрим все вместе. Да. Почему? Ну, я так считаю. Ну, почему не участвуете в конкурсах красоты? Ой, если честно, мне не до этого. Почему? Нет времени, надо готовиться к этому. Как вы думаете, нужно ли доказывать свою красоту через конкурсы красоты? Ну, если это надо, наверное. Сказать? Даже не могу ответить на такой вопрос. Почему? Ну, потому что я не считаю себя красивой. Почему? Наверное, самооценки недостаточно. Но это для каждого человека. Кто считает себя красивой, как бы сказать-то? Жить весело, наверное. Ну, в принципе, я не очень красивая, я для себя скажу. Почему? Ну, просто я себе не нравлюсь. Наверное, да. Да. Почему? Потому что я красивая. Ну, считаю симпатичной. Симпатичной? Да. Я думаю, каждый человек должен считать себя красивой. Ну, симпатично. Не знаю. Да, нет? Ну да. Думали ли вы когда-нибудь принять участие в конкурсах красоты? Нет. Почему? Не хотелось бы. Әрбір адам өзін сұлу деп есептеш керек, ооба есептеймін. Ну да. Ну, каждый человек считает себя красивым. Только что мы посмотрели сюжет. Девушки, вы слышали, да, у нас вопрос. Считаете ли вы себя красивой? Девушки, хочу вам также задать этот вопрос. Даян? Безусловно. Ага. Руслана? Считаю ли я себя красивой?
Я верю в это, а иногда в этом убеждаюсь. Но по утрам, знаете, такого ощущения нет, мне кажется, как и у любой девушки. Ага. Амин, но мы видели наши горожане, наши соотечественницы почему-то с неуверенной, какой-то с неуверенностью отвечали нет, ну а так как вы вообще индустрия моды, да, фэшн, то есть хотелось бы узнать, почему они так отвечают, вот как внушить себе уверенность в том, что вот да, я красивая? Вы знаете, на самом деле я думаю, что прежде всего человека красота должна строиться изнутри. От души, от сердца. Недаром говорят, глаза — это зеркало души. Если есть в душе гармония, если есть в душе красота и чистота, то есть чистота — это помыслов, чистота души, да, чистота и любовь к делу, которое ты делаешь. Я уверена, что любой человек станет красивым. Вот. Никакая самое главное, все из косметика, души, да, что да, самое главное — это внутри состояние. Внешне тоже. Также мы за кадром заговорили о том, что я спрашивала, были ли какие-либо казусные ситуации, то есть какая-то зависть, да, она, оказывается, была. И вот Амин говорит, мы расскажем вам, поделимся секретом. Руслан, я знаю, что после того, как тебе вручили номинацию «Первая мисс», тебе после конкурса колеса прокололи, да? То есть были вот такие ситуации, также и у Даяны. Вот хотела сначала у тебя спросить, Руслана. Получается, я совсем не ожидала и даже не могу предположить, кто это сделал. Может быть, даже и конкурсантки, может быть, кто-то из врагов, хотя я никого не знаю. Получается, после автопати «Красавица Кыргызстана» я вышла к машине и обнаружила, что 4 колеса просто спущены. То есть все 4? Все 4. 4 ниппеля, да, поломали. И никак их восстановить было нельзя ночью, поэтому пришлось добираться. Хорошо, что друзья довезли до дома. Все. А уже утром машина была восстановлена. А еще какие-либо были ситуации? Это была единственная ситуация, вот, именно связанная со мной. Ты не знаешь, кто это мог сделать, честно, даже не предполагаю. Это в первый раз вообще, да? Значит, кто-то из завистливых людей из-за конкурса. У тебя, Даяна? У меня тоже была такая неприятная ситуация. Это произошло на полуфинале. Как раз перед выходом в вечерних платьях. Перед носом лежали мои туфли. И в один миг их просто не стало. Как будто Просто землю туфли. провалились. Да. Я подняла хаос. Девочки начали помогать мне искать. В итоге через минут 20 мне их принесли вообще с другой гримерной. Хотя их там оказаться никак не могло. Такая вот Ты ситуация все же были, была. Амина. С чем это связано? Эти интриги внутри? Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что, в принципе, это присуще нашим кыргызским воинственным девушкам, женщинам, потому что Кыргызстан славится, да, от чего, ну, как бы слово вообще произошло, кырг, стан, да, то есть это 40 прекрасных, да, женщин, очень сильных духом, да. В любом случае, я думаю, что в этом конкурсе присуще именно, то есть, ну, соперничество, да, дух именно за сражение на Гран-при. Ну, неотъемлемая часть, скажем, зависти, каких-то таких вот интриг, пакостей между собой, но это как бы издержки. То есть помимо этих других больше ситуаций не было, да? Ну, было, их очень много было, просто, да, их очень долго рассказывать, и немножечко как-то, я думаю, что не совсем будет правильно это. Да. Ну, самое главное, как говорят, победители не судят, да, мы можем просто смотреть и любоваться вашей красотой. Амина, и вопрос также к вам, думаю, и к вам задавали также вопросы, честно ли это, девочки победили или правильно, то есть без каких-либо, как у нас есть, да, подкупов, то есть, может, вам кто-то предложили, кто-то какую-то большую сумму, вторая девушка побольше, но думаю, это все было, без этого не обойтись. Нет, да, на самом деле, окей, я расскажу. Были предложения в плане финансов, в общем, как бы, ну, у нас, как бы, я сестренка, я братишка, я вот дядя, вот ты там присмотри и так далее. На самом деле девушки, вот именно кто вошел в топ-5, они вошли единогласно, это было единогласное решение жюри. Вот. Плюс ко всему у нас голосования также делались, ну, то есть среди девушек-участниц, конкурсанток, они внутри проводили такой, ну, скажем, анонс-вопрос, то есть голосование. И, в принципе, вот все эти 3-4 девушки заняли самое большое количество голосов. То есть там задавался вопрос, на ваш взгляд, как вы думаете, кто займет первое место? И, в принципе, были вписаны имена этих девушек, которые вы сегодня видите. Амина, а вот после конкурсов подходили к нам девушки, да, сами же участницы, конкурсантки, со слезами о том, что вот почему она победила, почему не я? Нет, были звонки от родителей после полуфинала. Почему вы мою дочь не заметили? Ну, как бы я сижу не одна в жюри,
жюри. На полуфинале было у нас порядка 10 человек, на финале было 15. Поэтому я объяснила, что это как бы, ну, это жюри, это учредители, это оргкомитет, и их решение просто не обсуждается. Ну, то есть просто, значит, были, да, то есть это все. Конечно, это все было, это не было участие. Дорогие телезрители, вам напомню, сегодня мы говорим о конкурсе «Красавицы Кыргызстана 2015». В гостях сегодня у нас победительницы. У нас есть первый телезритель в студии. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, я звоню из Казахстана. Амина должна меня узнать, это Марина Михаленко. Марина, из Казахстана. Постановляю. Привет, Мариночка. Да, привет. Я увидела твою фотографию в Инстаграме, ты оставила свой телефон. Я решила тебя порадовать своим голосом. Аминочка, ты большая умница. Я очень рада за тебя. А девочкам такой вопрос хочу задать. Вот если, ну как вот, девочка получает корону, какие у нее ощущения, и мешает ли ей это в дальнейшем? Спасибо. А еще вопросы, Марина, у вас будут? Ну, я, конечно, могу болтать много. Это, кстати, наш представитель, сейчас претендент на открытие филиала в Казахстане, Костанай, Петропавловск. Мы открываем очень много филиалов. То есть расширяетесь, да? Да. Марина, спасибо вам большое за звонок. Вы прямо сейчас услышите, что об этом думают девушки. Я думаю, это надо спросить у обладательницы короны. Даян, что ты чувствуешь? Что я чувствовала во время вручения. И сейчас, я думаю, ты тоже сейчас с короной. Также эта корона специально сделана для победительницы, да, Амин? Конечно, да, исключительно. Вы видите здесь рубины и настоящие цирконы. Также обработка, это национальные орнаменты кыргызские, да? Это Если можно, мы подведем камеру ближе и увидим корону нашей победительницы, что она сделана индивидуально, то есть с кыргызскими орнаментами, циркони присутствует, а также что это за цветочек, то есть что это символизирует? Это рубин символизирует чистоту, искренность, честность и порядочность. Ну, то есть олицетворяет такую, скажем, вот такая красота у нас, у нашей обладательницы. Да. Это чистое серебро, натуральный рубин, не искусственный и настоящий циркон. То есть эта корона достается Даяне, она забирает ее с собой домой? Нет, она передается из года в год, в течение от 3 до 5 лет. Вот, передается как, скажем, реликвия. И отливается специальная копия на память, которая остается потом уже у меня. То есть оригинал остается? Оригинал остается у меня в компании, да. Ювелирный центр Рубин на следующий год уже хочет сделать очень высокую корону, как бы немножечко обозначить уже следующий год, потому что мы будем делать очень обширно по всем областям, а потом аккумулировать уже вишни. Ясно, да, Яна, ощущения твои есть? Это непередаваемое ощущение, это, знаете, я была в эйфории. Это настолько приятно. Это такой момент, когда все перед глазами просто расплывается. Мы видим твое счастье, как ты излучаешь. Даяна, есть такая черта, она ни у кого ее не было, то есть она светится изнутри. Вот мы это тоже заметили, да, растаяли. Прямо изнутри, да, этот цвет, я не знаю, затмевает. Это настолько лучезарная улыбка, что мы сейчас только это и обсуждаем. Даяна, очень замечательно, что только такие позитивные, хорошие эмоции. А вот как твои родные и близкие отреагировали на твою победу? Знакомые в универе, вот как говорят, на следующий день проснулась знаменитой, да? У тебя есть такое? Думаю, было. Ты во многих телеканалах наших отечественных, также в других печатных изданиях нашего Кыргызстана, твое интервью, твои эфиры, то есть все это показывают, все это видят, читают. Да, очень приятно. Мои родители действительно были очень рады за меня. Они рады, что я делаю такие большие успехи не только в плане образования, но и в индустрии красоты. Их это очень радует абсолютно всех родственников. Также за меня искренне радуются мои друзья, мои знакомые, соседи. На учебе также все поздравили, преподаватели поздравили. То есть, думаю, это очень приятно. Да, им очень приятно, говорят, прославила наш КГМА, спасибо тебе. Ага, это замечательно. Руслана, у тебя после конкурса
Что именно? Какие ощущения, то есть так же, как и у Даяны, хвалят ли тебя родители, также и в учебном заведении, где ты учишься? Мама очень радовалась за ее победу. Да, за мамуля каждого. очень Они там радовалась, она просто даже больше целый меня ряд волновалась. рукоплескали. Да, мама прям там так радовалась, на самом деле. это очень Получается, у много моих значит. родственников, у тет были кольца, и когда они мне их показали, они просто были все согнуты из-за того, что сколько они вот аплодировали. То есть Да. настолько. Да, ну, на самом деле мама за Руслана очень болела. Я вот просто на первом ряду сидела, я не видела Даяны маму, но Руслана мама там, она просто, ну правда, Ну, то есть настолько сильная поддерживает свою артиллерия дочь. была, да, Да. поддержки. Конечно, и в универе много поздравлений от учащихся, от друзей. Также пишут незнакомые люди, это получается ВКонтакте, Facebook, поздравляют. Очень приятно, конечно. Вот. Девушки, у нас уже эфир подходит под конец. Хотелось бы задать вам заключительные вопросы. То есть ваши планы на будущее. Продолжать дальше карьеру моделей, то есть вы оставаться в этой же сфере, развиваться, дальше расти. Даяна? Естественно, моя победа только начало. Я собираюсь продолжать. То есть я хочу совмещать и учебу, то есть и модельное агентство. Я очень хочу работать с Аминой. Я очень ее уважаю, Аминочка. Хочу сказать это при всех. Спасибо вам большое. Действительно, с вашей стороны была очень большая поддержка, очень большая мотивация. Это настолько сильный человек, настолько энергичный. Просто, знаете, когда она входила в зал, все девочки прям аж, знаете, как солдаты выстраивались. Они настолько все уважают Амину на самом деле. Это очень приятно, когда твой руководитель может так смотивировать, сподвигнуть, побудить тебя. Еще раз вам спасибо. Спасибо тебе, Даяночка. Руслана? Да, конечно, хотелось бы поблагодарить весь Конгресс, всех людей, которые болели. Продолжать, да, конечно, буду. Хотя многие говорят, что соединить учебу, семью, твое любимое дело невозможно. Да выбрать что-то одно. Я думаю, все возможно. Получится соединить и то, и это, и во всем преуспеть. Вот. Я знаю, также на следующий год ты поедешь представлять Кыргызстан. Нет, в этом Китай, году да? она То есть уже полетит в этом году. на Тайвань, да, это сейчас на 30 мая вылет на Тайвань, это Miss World Peace, это президентский конкурс Кристин Клайн. Вот, Даяна полетит представлять нашу страну. А также, Амин, какие призы были у конкурсанта? То есть у первого места, у Даяны? Давайте они сами вам расскажут, какие призы они получили. Даян, что ты получила помимо поездки? Я еще стала мисс Бамбук. Мне подарили iPhone 6. То есть iPhone 6 это у тебя, значит? Да, Ага. все-таки у меня. Также мне подарили сертификат на определенную сумму в центр бар. Также было много сертификатов, дипломов именно на косметологические услуги, на парикмахерские Также услуги. лицом стала на Artkos и Elotion, да, они также подарили мне косметику, серию косметики. Я стала их лицом. Ну, то есть это просто мечта любой девушки, да, я считаю. Ну, призов Столько было на самом косметики, деле очень призов. много. Ювелирный центр «Рубин» подарил Нуризе Маликовой драгоценное колье из серебра с бриллиантами. Бишкек-парк подарил Губы Изабелле тоже кольцо с бриллиантами. В общем, бриллианты были, ноутбуки были. Ну, то есть Руслан, не ты что зря девушки получила? любят бриллианты, на этом конкурсе бриллианты вообще присутствовали сполна, да? Руслана, что ты получила, какие призы, став первой вице-мисс Кыргызстана? Также сертификаты, это получается для салонов, также парикмахерские услуги, где-то скидки, где-то бесплатно можно посетить. От Бамбука все участницы получили 10% скидку, чему я была очень рада, потому что их продукцию я очень сильно люблю. Что еще? Подарили набор для ухода за телом. Там, получается, я прочитала о нем, очень такой хороший. Вот. В принципе, все. Да, и подарили фотосессию с Маратой Келегевой. Бакову, да, вручила с Маратой Келеговой. Даже так. Но призы просто очень замечательные, все рады, да? Девушки, наша программа уже подошла к концу. Мы очень рады видеть вас, таких красивых, от лица нашего телеканала Кимусов.
меня лично. Вновь поздравляю вас с победой, девочки. Растите только вверх и в лучшую сторону, да? Амин, вам также спасибо. Дальше Мы вас ждали долго, кстати, стоит заметить. Организовывайте дальше также такие конкурсы красоты, олицетворяйте, то есть радуйте всех девушек. Вы даете им такой большой шанс, я думаю, да, продвижение вперед. Также продолжайте, вам пожелаем только успехов. Дорогие телезрители, у нас сегодня в гостях были красавицы Кыргызстана 2015. Умралиева Даяна, красавица Кыргызстана 2015. Также первая вице-мисс – это Руслана Хамзина. Вторая вице-мисс – это Казакбаева Барчин. Ну и также организатор конкурса «Красавица Кыргызстана 2015» Амина Юсурова. Ну а с вами была программа «Киэфир». Смотрите нас каждый день ровно в 19:30 на телеканале Кимус. Всем до скорых встреч. Всем пока.